Если придет гибель моего сына из Антилы, ты больше никогда не увидишь моих слез. Вы приехали издалека увидеть тебя. Оказывается, ты обыкновенный, как все. Да что же у меня особенного? Это я убил твоего сына. Закон гор гласит. Не будет больше крови на этой земле. Кто это сделает, пусть найдет меня в горах. Не бывать смертям больше. Я отменяю кровную месть. Поворачивайте коттедж в село! Эй! Да что же с вами? Зачем делите землю? Помогите, пожалуйста, Нельзя из-за этого драться. У меня большая семья. Трудно, Буба. Я знаю, трудно. Но то, что вы делаете, это разъединяет вас и ваших детей. Хорошо, Буба. Ты прав, Буба. Спасибо тебе. Хорошо. Спасибо. Ты учись какому-то ремеслу. А ты останься здесь Хорошо, и Буба. продолжай делаться. Хорошо, Буба. Любите друг друга. Держите связь. Спасибо Тогда тебе, спасибо. всем места хватит на этой земле. Очень вам помогу. Потом не говори, что Путуба тебя не предупреждал. А-а-а! Став случайным свидетелем драки, Буба получил спасибо. Это спасибо для него означало многое, потому что через него он понял, главное, нужен порядок. Только таким образом он может вернуть себе свое имя, возможно, кое-что еще. А чтобы установить порядок, надо быть главным. Салам
Kucakta çehikana balahizun kavlar Köy kucakta çehikana balahizun kavlar Kekenazun vilayatra viri kırar Sağlam dağlar kıtalı Алишава. Попрощавшись с матерью, Буба направился в горы. Он был наслышан о разбойниках, обосновавшихся здесь, и был готов к схватке. Откуда такой уверенность, что вы можете связать Кирибубу? Да кто вы же такие? Убили Кинжат. Мы из отряда Мухаммеда. После его смерти мы обосновали... Да! Мы не знали, это твоя территория. Где вы обосновались? А? Из Шахтах. Отвезите меня к вашему хозяйству. Вашему хозяину. Из Шахтах. Ведите меня к вашему хозяйству. Я.
Это ты, тот, который сбежал из вагона, решил двоих штаном? Это все, что ты знаешь обо мне? Ладно, садись, договоримся. Так это вы разделили эти земли на две части. Так кто же вы такие, чтобы разделить эти земли на части? Договоримся. Договоримся, как я скажу. Он знал суровость условий гор и нравы людей. Но только столкнувшись с реальностью, он понял, как можно стать главным. А случайные встречи в горах только укрепили его уверенность. Здоровья, здоровья тебе, путник. Доброта жизни тебе. Куда держишь путь? Пока не найду, чего я ищу. Пускай сердце укажет путь. А Куда надо покажет, пойти? Куда надо пойти. Прохладал риск. Далеко ли есть селение?
Гора Архичина, пастухов. Долго ходить? Вижу, хромаешь. Да по темени не смеешь. Возьми моего коня. Спасибо, что предложили. У Денег, что меня платить? нет таких денег, чтобы заплатить. А ты думаешь, Чиря Буба Кон- может продавать? Коня продавать? Мне сказали, ты маленький, хрупкий. Вот А ты... Да в нашем селе все такие, как я. Мне Садат дал. Тебе 10 тысяч рублей дал. Так убей меня. И И получи получи свой... свои деньги. Не, не. Если каждый, кто захотел бы меня убить, я сейчас не стал перед тобой. Я был бы до сих пор жив. А? Однако я отменный стрелок. Да. Да? Да, конечно. Я могу попасть на, разве на, этот, На летающую птицу. птиц. Бум! Молодец. Ты попал куда надо. Похвал немецко. Но все же я должен тебя огорчить. Не могу отдать тебе свою голову. Чтоб ты Должен выручал вернуться деньги. с пустыми руками. Обратной дороги у меня нет. Я уже взял задаток. Тогда хорошо. Придешь в мой отряд. Вижу, ты хороший парень. Откуда ты? Я вырос сиротой, потом стал охраной, богаче. Я вижу, ты хороший парень. Приходи в мой отряд. Разве дорога назад? Что я там буду делать? Будешь охранять, помогать бедным и сирот, защищать обиженных. Это мне нравится. Да, за этих Таких, как ты. Это ты, Как который путникам. помогает людям, и жизни не жалко. Пойдем. Будешь тем, кем ты должен быть. Должен быть. Идем. Пойдем. Пойдем. Султан, знаешь, я потерпел здесь много лет. Очень холодно, Султан, очень. Султан, видишь эту гору? Я здесь воевал. И буду воевать. Я хозяин этих гор. Я в ответе за порядок в них. Что такое порядок? Это каждый понимает по-своему. Я по законам гор, а кто-то по законам царя. Эх, Ахмед. Ахмед. В этих горах жизнь тысячелетий.
Вот смотри со мной. Гора Шахтага. А напротив Шахтага, вот здесь. Другая гора. Ее высечил. Зачем? Шарули. И знаешь зачем? Я слышал, Что ты слышал? прорубил его Шарули. Давай пойдем, Султан. Я тебе расскажу. Более подробно, как это было. Идем, Султан, идем. Идем. Идем со мной. Вот, Султан. Помни. Ты джигит. Не будешь. Джигит. Пойдем, Султан, пойдем. Получив приглашение, у него не возникли ни сомнения, ни радости, но он точно знал, он должен участвовать. Через эту сходку главарей он надеялся решить некоторые вопросы, но все надежды рухнули, как только он переступил порог. А это, кажется, тот самый Буба, который успел сделать много шума со своим отрядом. Шум стараемся не делать. Мы выправляем судьбу. Так какую же судьбу вы выправляете, молодой человек? Судьбу чести закона. Судьбу справедливости. О какой Судьбу справедливости ты говоришь? О каком? Многие гниют в тюрьмах. В городах, селениях властвуют гавуры. И богачи все им помогают. Прислуживают. Садись. Мы здесь собрались, чтобы решать, как нам быть дальше. Так жить нельзя. Мы все тебя знаем, Буба. Мы тут толковали до тебя. Нас собирал тут Разитин. Он хочет, чтобы мы собирали всех своих джигитов воедино и воевали против царя, как шейх Шамиль. Были разные мнения. Мы хотели бы послушать тебя, Буба. А это будет и того 1000 человек. А это уже армия. Мы так возьмем Дербент без проблем. Я среди вас самый младший. Из-за этого мне трудно что-то сказать. Но надо ли же мирных жителей вовлекать в это? Надо! Мы для этого сюда собрались. Пошли! Вместо решения своих вопросов у него получился конфликт с людьми, которые определяли погоду в горах. Законом вопрос уже стоял ребром, а вместе с разбойниками он покатился бы вниз к пропасти. Вспомнив слова матери об орла и дохлятине, он решил найти свой путь. Мир тесен, появление новых амбиций не приветствуется. Тем более, столкнувшись с ярым невосприятием, трудно удержаться от отказа.
Но закон Угор требует не отказаться от своего пути. И Буба выбрал этот путь. И что его ожидает в следующей 7 серии.